Ну что, друзья мои, всем привет, меня зовут Мадяр, я из Казахстана, и у нас с вами сегодня новый, новейший мукбанг. У меня сегодня на мукбанг лапша чан рамен, который я периодически ем, да. Тут у меня вообще красота, фаршированные сарделики с сыром, майонезом и укропом. Все, давайте начнем. Эту конструкцию я немножечко так скромненько сделаю, чтобы у меня все не упало. Все это дело запиваем водой. Сегодня у меня выходной от пива и, как говорится, газировки. Ну, не знаю, кому-то нравится лапша чан рамен, кому-то не нравится. Ну, мне нормально. М, Очень даже нормально. Так, у меня, ребят, хлебушек с сардельком. Не судите строго, вы же знаете, что я без хлеба не могу. Мгм. Давайте возьмем, который самый ко мне ближе. М. Я, конечно, это ожидал, что будет очень вкусно. Так, чуть-чуть в углу тут горчицу полюбил в последнее время. Ложкой так положу. Захотелось мне такого сочетания, ребят. Любите вы такое, не любите, напишите. Это лапша, которую нужно отваривать. Не просто залил кипятком, а нужно прям варить ее. Сардельки тоже минут 15 в духовке на 200 градусов. Получились обалденные. У нас в Астане какая-то осень уже несколько дней. Дождь, слякоть. Чё к чему не пойму. Обалденно. Люблю я такое сочетание блюд. Ну, хотя у меня сыр тянущийся, но он вроде не такой. Потому что я брал просто его на завтрак. Не для этого именно блюда, не для сарделек, а вот просто брал именно на завтрак. В общем, в прошлый раз я вам говорил, не говорил. Я на днях посмотрел фильм. Называется «Союзники». 2016 года, по-моему. В главной роли там Брэд Питт. И вот такая актриса симпатичная, красивая. Забыл, как зовут. По-моему, она французская актриса. «Союзники» какого-то года. 2016, по-моему. Угу. И Брэд Питт там классно так сыграл. Очень достойно. Ой, даже просто водичкой запить. Какое блаженство. Вы знаете, вот когда ты хочешь пить, да, и под рукой по каким-то причинам нету воды там или минералки.
тебе уже ничего не хочется, не есть. Вот просто хочется пить, напиться вдоволь водицы. Угу. Твои слова водица, так не годится. Вот такие песни, как у Бузовой. Один раз их услышишь и сразу весь день потом поешь. Сардельки приготовьте, ребят, такие обалденные. Главное, сардельки хорошие найти. Если то бывает такая фигня фигней. Даже дорогие. Как-то же у нас есть такая психология, что типа, если подороже, то значит лучше. Ничего подобного. Здесь у меня одна лапша. Не стал, как раньше, запаривать 2-3 лапши, потому что думаю, ладно, обжираться не буду. И, короче говоря, этот фильм называется «Союзники». Так я эту сардельку не буду, половинку только съем. Очень классный, ребят. Как там Брэд Питт играет. Его же всегда считают, что он такой из-за внешности только популярен. Ну, конечно, я с этим не согласен, потому что в Голливуде и красивых мужчин много, и женщин, но не все они такие популярные и известные, да? Поэтому талант у тебя должен быть. Угу. И это прям классно так сыграли. «Союзники» называется. Я уже 5 раз сказал название фильма. Сериалы не могу смотреть. Вы мне в комментариях рекомендовали пару сериалов. Вот не хватает у меня терпения на сериалы. Не знаю почему. Фильм в среднем идет 1,5 часа. Ну, грубо говоря, 2 часа, да? Кстати, я заметил, что современные фильмы, это, наверное, тоже маркетологи, да, все продумывают. В среднем идет 1:10, 1:20. А ранешние фильмы, например, даже возьмем 2000-е, 90-е, там, конец 90-х, начало 2000-х, идут 2,5 часа. То есть, наверное, киношники, это же бизнес, понимают, что сейчас люди не могут долго заострять внимание на чем-то. То есть, у нас сейчас клиповое сознание. У нас вот так пальцы привыкли листать рилсики, листать тиктоки, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Я даже видел один ролик, по-моему, в Китае или где-то там. Ребенок спит, и прикиньте, он вот так спит. То есть настолько он уже привык листать ленту там, да, то есть он на одном даже не задерживается, он вот так просто тупо листает и все. Так что это, ну, как и любое, наверное, действие, событие, вернее, да, изобретение, это несет с собой и добро, и зло. Вот мне интересно, если такое приготовить в микроволновке, так же будет? Или это другое уже? Мне кажется, принцип действия микроволновки и духовки, он такой разный, да? Я, конечно, в технике тугодум, ничего не понимаю, поэтому так. Вчера ходил в зал, сегодня у меня выходной, сейчас пока что через день хожу. Сейчас здесь все уберу и пройдусь просто по городу. Пешком прохожу, короче. Обалденно. Ой. Ой, ребят, наелся. Все было вкусно. Вам приятного аппетита, если вы со мной обедаете, завтракаете, а может даже ужинаете. Не знаю, во сколько вы этот посмотрите мукбанг, да? Вот так вот. Наелся. Наелся. Вот смотри, какая посуда шикарная. Это тетя Гуля, наша любимая, подарила нам такую вот посуду. Там еще есть чуть меньше, чуть больше. Прям очень красиво. Вообще я такую посуду люблю. И знаете, я люблю, если одинаково, это тоже норм. Но я люблю, чтобы каждая тарелка была разного цвета, разной
дизайна, да, мне кажется, в этом есть что-то такое интересное, необычное. Вообще я посуду люблю, вот хочу купить какой-нибудь большой сервиз, пусть он будет одинаковый, так уж и быть, да, но хорошего такого качества. Ладно, ребят, спасибо всем за внимание, за ваши добрые слова, за ваши лайки, за ваши пожелания. Будьте здоровы, будьте богаты, будьте благополучны. Увидимся на следующих мукбангах. Пока-пока. Пока!